Сагам сырнулась. Здравствуйте, мои дорогие друзья. С вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. Так, может быть, в конце ролика я появлюсь в кадре. А пока просто так. Друзья, просто нет времени, но я решила к вам подключиться, потому что несколько дней уже не снимала. Простите меня, пожалуйста. Я знаю, что вы ждете мои ролики. Поэтому вот как-то так. Это еще с вечера я почистила вчера лук. Даже с ночи, можно сказать. Допоздна делала манты. Налепила 8 килограмм мант вчера, чтобы было про запас у меня. И немножко расскажу, что и как, почему и не успеваю. Так, у меня сегодня, начнем потихонечку, небольшой заказ. Галушки из кукурузной муки. Так, что у меня еще? Галушки из кукурузной муки, кукурузный хлеб и, короче, с кукурузным хлебом у меня, ну, вот это вот подлива наша, творог с топленым маслом и 2 рулета мясных с начинкой, ну, эти, бычий глаз с яйцом, короче, друзья. Вот. Петухи мои, вернее, петух. Этого петуха я никак не могу на место посадить, он все равно выходит. Даже крылья обрезала, и то у него получается вылетать из клетки. Там 1-2 курочки. Они привыкли нестись у меня в кладовке. И вот все время-то тут под навесом. Хотя они мне уже надоели. Так, ну все, одно яйцо. Можно без яйца. Ой, какое крепкое. Но я добавлю одно яйцо. Здесь у меня 600 грамм кукурузной муки. Добавила буквально 1-2 столовые ложки. Если бы сразу варить, я бы и не добавляла обычной муки, потому что это дело мне нужно в заморозке. Вот первым делом я сделаю галушки, потому что им нужно замерзнуть, прихватиться хотя бы. А остальное все потихонечку буду готовить. Но по мере успевания буду подключаться. Так, объясню, что как. По идее, мой сын должен был быть вчера дома, но он ну, по некоторым причинам не сел в поезд тот вечер, который он должен был сесть. Мы думали, он приедет, девочки тоже приехали, и Мадина с 3 детьми уже, с малышами приезжала, и Танзила со старшим внуком Расулом приезжала. Но, к сожалению, он не приехал, они переночевали и уехали. Не стали мы снимать, как-то, не знаю, пока с детьми возились, пока то все. Танзила еще вчера утром рано уехала, а Мадина оставила мне 2 малышей, поехала с маленьким, ну, делать ему свидетельства, документы, короче говоря, все вот эти свои дела решать. Она долго не приезжала вчера, аж 5 час был вечера, когда она приехала, поэтому у меня и ремонт стал. Хотя по одному разу я прошлась, друзья, отчитываюсь вам. Надо будет еще раз покрыть. По одному разу я потолки и стены эмульсией прошлась. Но надо будет еще 1 раз пройтись. Хочу еще окна покрасить. Ну и вот остальное, да. Ну, потихонечку. Не спешу, в принципе, не спешу, не успеваю, потому что не то, что не успеваю, а, ну, делов много, да, получается, не успеваю. И какие-то заказы, и все. Вчера я выставила в WhatsApp, что у меня вот манты, пельмени на заказ. Они у меня сразу разобрались. И чтобы они... Ну, заказчики не любят ждать, друзья. Они хотят, чтобы сразу было готовое. Поэтому про запас вчера сделала 8 килограмм мант. Чтобы были. И да, теперь скажу вам, что да, сын едет уже. Вчера сел на поезд, сегодня утром звонил, они уже в Воронеже. Все нормально, короче говоря. Будем ждать его завтра утром, он должен быть в Назрани. Так что снова соберутся. Так, значит,
Тут у меня 600 грамм кукурузной муки и 400 миллилитров кипятка крутого. И замесим тесто наше. Кукурузная мука обычно на галушке берется белая, а на кукурузный хлеб я люблю желтую. Ну, можно и из белой, конечно. И галушки также можно из желтой муки тоже сделать. Но больше вот делаем из такой муки, из белой галушки. А кукурузный хлеб со скал мы делаем из желтой. Желтая, мне, по идее, желтая нравится больше, слаще, вкуснее, не слаще, а вкуснее. Желтая мука. Вот такие вот дела. Сейчас посмотрим, сколько из этого выйдет. Кукурузные галушки я крайне редко делаю на заказ. Поэтому точно не могу сказать выход, сколько. Ну, надо будет еще один замес сделать, потому что она сказала, нужно 2 килограмма. Так. Перемесим рукой. Пельмешки еще надо налепить. И уже, ну, завтра утром приедет. Не знаю, девочки приедут или нет уже. Что утензилы заказы. И у Мадины я не хочу, чтобы с детьми она в такую погоду все-таки часто ездила. Наверное, через несколько дней только приедут, если удержатся. Там посмотрим. Сама звать их уже не буду. Если сами приедут, захотят, приедут. А так. Малыш слишком маленький, чтобы так рано его вывозить. Раньше вообще малыша, после когда рождался ребенок, только через месяц, через 2 к родителям ездили с малышом, выводили его, можно сказать, в свет. Теперь на второй же день уже с малышом хоть куда ходит. Так. Ну, все, тесто наше готово. Так, сейчас я все уберу и буду лепить. Так, ну что, начнем. Погода у нас такая пасмурная. И вчера такая же была пасмурная, холодная, такая промозглая. Ну, сырая такая. Ну, ничего. Зима. Самое главное. В городе я давно не была. Не знаю, как в городе. А у нас лежит снег. Хорошо, так не тает. Здорово. Зимой должна быть зима. В котельне мне надо еще покрасить все там. Короче, работы много из-за того, что осенью вовремя не сделала. Ну, ничего страшного, потихонечку сделаю. Сейчас какая-то краска, говорят, резиновая, что ли. Она вообще, говорит, не пахнет. Попробую эту краску купить в котельне, чтобы покрасить. Что-то очень мягкая у меня кукурузная мука. Поставила яйцо варить для рулета. Так, хотелось бы сегодня хотя бы еще раз комнату, второй раз пройтись эмульсией. Чтобы уж как-то завершить этот ремонт затянувшийся. Вот если когда бы у меня было время, вот когда они мне очень задержали, те, кто вот шпаклевал. Вот если бы они мне тогда сделали вовремя ремонт, когда у меня было время, я бы уже давно, наверное, и покрасила, и шторы бы повесила, и все бы сделала. Ну, раз так должно было быть, наверное. Что-то вот склеивается не очень-то, я не пойму, мука очень мягкая. Это мне рано утром поехал сын, купил на рынке. Еще 7 часов не было до работы.
Так. Нужно к сестре еще съездить. Ну, как вот сын приедет, вместе съездим все к сестре. Каждый день тоже и туда собираюсь, никак не выберусь. То как только соберусь, заказ какой-то надо выполнить. Ну, так она вроде бы терпимо себя чувствует. Воду уже, по-моему, 2 недели не выкачивали. Но уже говорят, пошла одышка снова. Накапливается у нее эта вода в легких. Непонятно. Вот такие вот дела, друзья. Тазила, как всегда, приезжала со своим заказом. Нормально и посидеть-то не успела. Заказ выполнила, нам тут приготовила кушать. Оливье нам сделала. Собиралась брату вкусняшек готовить, но он не приехал. У нас Джабраил, который вот домой едет, он очень любит мясо по-французски. Ну, мясо по-танзилини, да? По-французски по-танзилини. Главное, она все с собой привезла. Даже фарш. Я говорю, зачем ты фарш-то хоть тащила? А я, говорю, не знала, что у тебя есть или нет. Грибы привезла, сыр, все привезла, короче, чтобы приготовить, помидоры, чтобы сделать. Так что... А он нам обломал. Ну ничего. Да, Эндели завтра будет дома, если даст Всевышний. Теперь уж скоро. Все равно душа не на месте, когда твои дети не рядом, хоть они уже и взрослые дети. Я не знаю, я всю жизнь переживаю, когда у меня дети не рядом. Во-первых, у меня они настолько домашние, что даже ни один из моих детей просто так, чтобы поехать к родственникам, переночевать, такого крайне редко было. Крайне редко. И поэтому мне бывает плохо, когда они уезжают, когда их нет дома. Я привыкла, что они всегда рядом. Я понимаю, конечно, что они взрослые, что у них уже своя жизнь, что они не всегда будут со мной рядом, но тем не менее, все-таки, когда дети рядом, душа спокойна. А для матерей они до конца будут детьми. Ну, это мое мнение. По-моему, так все мамы думают. Всегда за них переживаешь, всегда за них болит душа. И хочешь, чтобы у них было лучше, чем у нас. Чтобы они были счастливее, чтобы они были более успешными. Чтобы у них все было хорошо. Остальное без вас. Ну что, мои дорогие, теперь я буду делать мясные рулеты. Значит, яйцо я уже отварила, почистила. Сейчас сначала сделаю один рулетик, а потом уже и второй сразу положила в противень фольгу. Лучше, наверное, не надо так, потому что надо будет еще один. Так. Здесь у меня килограмм фарша. Одна такая хорошая луковица большая. Я ее через блендер. Так, одно яйцо. Дальше. Чайная ложка соли. Можно было и английскую, ну ладно. Так, ну вот так вот где-то пол чайной ложки черного перца
Я люблю добавлять везде еще и красный чуть-чуть перчик, чтобы была остринка. Буквально на кончике ложечки. Так. И все. И теперь тщательно перемешаем это все и отобьем. Так. Нужно хорошо-хорошо отбить, друзья, чтобы рулет не трескался. Вот так вот. Минут 5-10 отбивать. Так, ну что, мои дорогие, фарш я отбила тщательно, минут 10 даже. Чем лучше мы отобьем, тем это лучше для фарша. Так, я руки домочу. Структура фарша будет лучше, чтобы связь была лучше, да, чтобы он не трескался при выпечке. Так, и теперь сделаем такой равномерный квадрат. Интересно, хоть видно, что я тут делаю. Так, с прямыми линиями у меня всегда было нехорошо. Ну, постараемся более-менее такой. Ну, где-то вот с палец, наверное, толщина будет. Вот. Видите, вот так вот. Примерно. Так. Кончики просто отрежу, чтобы яйцо лучше удерживалось.
И вот так вот завернем. Можно и в этой, и в рукаве, и в пищевой пленкой. Просто у меня нет пищевой пленки. Так. Так, теперь минуточку. Смажем. Скорее всего, я сегодня хочу смазать майонезом. Обычно я смазывала желтком. Так. Майонез с паприкой. Добавлю. Сейчас, минуточку, друзья. Ну, примерно вот просто столовая ложка, наверное, паприки и столовая ложка майонеза. Точно так же сделаю и второй рулет. И знаете, я вообще хочу сказать, ну, ответить. Есть какие-то комментарии, которые хотят, ну, побольнее укусить, да? Есть такие, сами знаете. Все вы мне советуете не обращать внимания. Я, в принципе, уже... И даже когда я вот отвечаю или говорю, я не оправдываюсь. Нет, я просто отвечаю. Был такой комментарий, что насчет похудения это началось, конечно. И так, надо заметить, чтобы знать, где у нас... А я, наверное, вот так вот села. Вот, все правильно. Насчет того, что... Галина написала, что Левочка, ты хорошо похудела, постройнела, хорошо выглядишь. На что был другой комментарий. Да, и постарела. Ну, наверное, хотели меня задеть этим, но дело даже не в этом комментарии, не знаю, я, наверное, где-то перешла, наверное, этому человеку дорогу, только не знаю где. Другая комментаторша пишет, да, и постарела, и престарелая, причем, знаете, так, не просто там, я еще не считаю себя престарелой, что престарелую женщину, типа, вот взрослые сыновья, ну, типа, заставляют работать, да, в этом плане. Я почему это сейчас поднимаю, эту тему? Не из-за того, что там мне обидно, не из-за того, что я сейчас оправдываюсь, а просто даже, я вот просто сейчас хочу вам сказать, что дело в том, что мне просто нравится этот процесс, друзья, понимаете, процесс готовки. Я люблю готовить, это моя стихия. Я очень жалею, что вовремя, когда
когда можно было открывать кафешки, когда можно было этим заниматься раньше, что я этим делом не занялась, понимаете? Я очень жалею, я бы хорошо продвинулась, но сейчас, конечно, да, у меня не тот возраст, чтобы начинать там какое-то дело или что, хотя и то, я и сейчас могу начать свое дело, может быть, даже мы с Танзилой и начнем дело, к сожалению, мне очень мало фольги тоже. Просто я не понимаю людей, которые хотят укусить, да, вот зачем это им нужно? Вот зачем в такое нынешнее время, в такое неспокойное время, неизвестно, что будет завтра, что будет сегодня, обидеть совершенно незнакомого человека. И что им это дает? Вот что дает это этим людям? Меня, если честно, меня не обидели. Может быть, эта женщина хотела, даже вдвоем, две женщины хотели меня обидеть, они меня совершенно не обидели. Совершенно не обидели тем, что сказали, что я постарела, похудев. Совершенно не обидели, сказав, что я престарела, я готовлю. Потому что если бы я престарелая была, если бы я была старая, я бы не смогла готовить. Да, я бы лежала, сидела. У меня даже в 75 лет, почти 80 лет даже моя мама спокойно трудилась в огороде и сажала, и никогда не считали ни мы, ни она, что она престарелая, что она не может. Вот последние 2-3 года просто ее добил этот ковид. Она превосходно все могла делать, и ей наоборот тоже нравилось и сажать, и вязать, и ухаживать, и что-то делать. Да, и сейчас она любит за внуком ухаживать. Вот почему? Почему такие вот комментарии? Почему люди хотят кого-то задеть? Я одну вот эту вот, честно сказать, заблокировала. Я с ней начала отвечать, в полемику вошла в полемику с ней, но думаю, зачем? Я просто ее удалила. Она мне еще начала спрашивать, почему вы удаляете комментарий? Да потому что это мой канал. Почему я должна слушать на моем канале то, что мне неприятно? Ну вот, неприятно, да, не обидно, но неприятно. Даже не из-за того, что там неприятно, просто мне даже неприятно за этого человека, а не за себя даже. Потому что с такой злобой жить, это просто... Мне жалко таких людей. Ну что, тем же самым второй рулет. Одна такая хорошая луковица, девочки, не маленькая. Такая, надо было вообще-то взвесить. Но я примерно взвешу, типа такую, чтобы потом в описании вам оставить. Одно яйцо. Чайная ложка соли с горкой прям. И так, вот что-то хотела сказать и забыла опять. Еще что престарелая и больная женщина, там было еще написано. Я не чувствую себя тоже больной, да, кто в 55-56 лет у нас без болячек, без давления, там, без проблем с сосудами, все же. И теперь что, если мне столько лет, например, да, я горжусь, что мне 55-56 лет, я не молодая, я не маленькая, что мне теперь сидеть и ждать смерти в 56 лет? Я только в прошлом году, по идее, должна была пойти на пенсию, если бы у меня было меньше детей. Почему? Я вижу, у меня даже вот со мной девчонки, которые работают в кулинарной группе, они и на 8, и на 9 лет, одна из них старше нас. И ничего, вполне работает, она энергичная, здоровая. Почему она должна сидеть и ждать чего-то? Мы еще больше себе болячек заработаем. У меня нет таких болячек, в которых я не могу работать. Я себя не утруждаю, вы не думайте. Я не делаю таких прям заказов, чтобы я страшно уставала. Я делаю все в меру. Мне интересно, во-первых, как я сказала, я очень люблю готовить. Мне интересно готовить.
Мне интересно зарабатывать, мне интересно быть самой себе, самодостаточной. Конечно, если сегодня сяду, ни один мой ребенок мне, наоборот, они всегда говорят: мама, если даже они видят, что я, что мне это нужно, что я работаю, они меня просят: убери хозяйство, пожалуйста, или огород убери, или куру убери. Даже я же когда-то рассказывала, что мой средний сын, который вот едет домой, он, прежде чем вот тогда уехать в Москву, он разобрал курятник, чтобы я не разводила цыплят, кур, чтобы я хотя бы что-то убрала, и мне было легче. Вы себе можете поверить? Полностью он разобрал кирпичный в курятник, чтобы я не хотя бы этим не занималась, потому что землю убрать он не сможет, огород бы я все равно сажала. Он убрал всю скотину, кроме вот одной коровы тогда оставил. И то корову тоже хотел убрать, чтобы вот я не занималась этим, понимаете? Ну, зачем это писать? Вы же всего не знаете. Зачем колоть кого-то, упрекать? Я не оправдываюсь сейчас. Я просто говорю, раз этому человеку так интересно, от того, что я ее заблокировала, она однозначно меня, наверное, смотрит. Ну, зачем так делать? Я работаю, потому что мне нравится. Никто меня не принуждает. И когда я была первый раз, вот мне было плохо, я была у невропатолога, я тогда еще работала в кафе, я ушла с работы. Прежде чем попасть к невропатологу, я была у сосудистого хирурга, и после этого мне было очень плохо, я плакала, я ревела, потому что он сказал, оперировать нельзя, у меня аж одна сонная артерия прооперирована. Но потом, когда он поставил вердикт, что еще вторая, еще одна пошла, и в таком месте, где ее и прооперировать нельзя, ну... Хотя он сказал, сходите к невропатологу, я думала, это все. Ревела, все, пока Танзила меня не успокоила, пока не повела к врачу, я уже ушла с работы. А там уже невропатолог сказал: как ты ушла с работы? Почему? Я говорю: ну так и так. Ну и что ж, наоборот, тебе нельзя сидеть, ждать, смотреть, слушать, прислушиваться. Ты сейчас, говорит, пойдешь домой, сядешь на диван и будешь себя жалеть, ты будешь прислушиваться к своему организму. Ничего, говорит, я сейчас тебе назначение сделаю, буквально на 3-4 день тебе станет лучше. Если на твое место никого не взяли, спокойно выходи на работу. На мое место действительно тогда никого не взяли. Действительно, я и работала, и прокапывалась, и кололась, как мне сказал врач. И все в порядке было. Полгода один раз, когда начинаются у меня проблемы, я лечусь. Иногда даже 1,5 года один раз, потому что проблем, машалла, иногда не бывает. Мне хватает этого лечения. Ну вот зачем так? Я не знаю. Человек, который пишет, она молодая или какая, но если она молодая, то она все равно будет в моем возрасте когда-то. Я бы очень хотела посмотреть, что она будет думать тогда в ее возрасте. По-моему, если даже очень много денег, все равно работать надо. Чем-то быть занятым надо, чтобы вот именно не стать престарелым, не стать старым, не стать немощным, а быть, действительно быть, жить, а не существовать. Я всю свою жизнь хочу жить. Я не хочу существовать, я не хочу на кого-то смотреть, я не хочу от кого-то зависеть, даже от собственных детей. Вот сколько я смогу, я бы хотела, чтобы я сама могла управлять своей жизнью, собой, своим здоровьем. И худею я поэтому. И не из-за того, чтобы там я выглядела молодой, а чтобы я была здорова. Чтобы болячек у меня было меньше. Вот так вот, друзья, не знаю. Напишите, права я или нет. Может быть, я действительно не права, может, это моя точка зрения неправильная, может, мне действительно нужно не работать, мне нужно сидеть, лежать, отдыхать. Я понимаю, да, мне нужно отдыхать, я отдыхаю. Вы не думайте, что я все время пашу, все время что-то делаю. Отдых, даже когда я что-то, другое делаю, это же тоже отдых. А сидеть я не люблю, лежать я тоже не люблю. Сейчас на правильном питании я стараюсь ложиться пораньше. Да, часов в 11, чтобы лечь, чтобы и отдохнуть, и вес, чтобы скинуть нормально. Ну, конечно, бывает, как вчера. Вчера, например, легла только в 2 часа ночи. Ну, и такое бывает. Ну, и что ж, это же не каждый день. Это жизнь, это моя жизнь, и она меня устраивает. Вот. Там был еще комментарий, но я его сейчас не буду озвучивать, потому что не хочу вообще касаться политики. Я этот комментарий тоже удалила. Просто взяла и удалила. Да, и многих комментариев я, конечно, не отвечаю. Вы уж меня простите. Но читаю все.
Вот так вот. Вот так вот с вами разговаривая. И почти второй рулет отбила. Теперь поставлю в духовку. Я надеюсь, мне места хватит. И сразу же кукурузный хлеб испечь. Потому что время уже почти 11. Ну, к часу мне нужно, чтобы был готов заказ. Просто кукурузный хлеб больше часа должен стоять в духовке. Ну и они как раз около часа. Минут 40 будут выпекаться. Но чем тщательнее отбить мясо, тем лучше. Ну все, не буду вас отвлекать. Ну вот, рулет я сделала, второй тоже. Сейчас поставим в духовку на 180 градусов. Ну, первое время минут на 20. Нальем стакан воды в противень. Минут на 20. Потом через 20 минут я проткну рулет шпажками. И еще минут 20 он постоит. Потом разверну и доведу до конца. Ну что, а теперь быстро поставим мы с вами в хлеб в духовку кукурузный. Так, здесь у меня килограмм кукурузной муки, уже, как видите, желтой. Значит, мне нужно 3 яйца. Сейчас масло немножко растопится. Купила молока пакет. Так, чайная ложка соли. Ну, такая без горки. Чайная ложка соли. Ой, соли, говорю, соды. Соды. Так. Наверное, побольше чашу нужно. Так. Две столовые ложки топленого масла. Ну, сливочного, топленого, какого хотите. Кашу маслом не испортите. Так. Также 2 столовые ложки растительного масла. И литр молока. Ну, молоко можно смотреть, какой хотите вы получить кукурузный хлеб. Если хотите, чтобы он был очень мягкий, то молока нужно больше или муки меньше добавить. Там 800 грамм, может быть, да? Сейчас добавлю яйцо. Тщательно все перемешаем. Вот у меня получается немного погуще. Если хотите, можете сделать по консистенции как густая сметана, чтобы просто даже хлеб лился туда. Он будет более мягким. Я люблю, чтобы он хотя бы чуть-чуть был не такой уж совсем мягкий, да? По идее же у нас кукурузный хлеб раньше пекся, совсем был такой, ну, черствый, можно сказать, крепкий.
все эти ингредиенты не добавлялись. Была просто мука, вода и соль. Может быть, щепотка соды. Так, интересно, может быть, большую форму. Сейчас посмотрим. Так. Интересно мне, это вторая или третья форма? Мне кажется, я лучше в эту форму. Большую, да? Все-таки решила я в большую. Пускай будет чуть-чуть потоньше, но боюсь, не пропечется, потому что у меня не так много времени, если сюда положить. Рулет я уже через 20 минут проткнула шпажкой. Вот. И еще через 20-30 минут я его открою. А так вы смотрите, друзья, по своей духовке. Ну да, в меньшую ее и не стоило класть. Вернее его. Ну, соскал. Кукурузный хлеб. Если делать не на молоке, а действительно на воде или хотя бы на кефире, то это уже диетический хлеб получается. Можно на правильном питании. На молоке у него уже больше, калорийности больше. Все, и в духовку. Ну, минут 45, час он будет стоять. Так, ну что, мои дорогие, посмотрим, что у нас получилось. Ему, конечно, еще нужно стоять в духовке, но теперь уже пора снимать фольгу. И уже допекать опять, наверное, минут 30-25 без фольги. Начинку, в принципе, можем сделать хоть какую. Болгарский перчик можно положить, морковь, какую хотите начинку можете положить. Но тут мне было сказано, что нужно яйцо. Видите, я проткнула шпажками. И после протыкания тоже полчаса он у меня постоял. 20 минут до протыкания, полчаса после протыкания. Так, у меня очень мало зарядки в телефоне. Боюсь, пока я скажу. Нормально, в принципе, получился. Хорошенький. 2 рулетика. Все, сейчас снова в духовку. Уже посмотрим, сколько, я вам скажу, сколько у меня будет стоять. Ну, минут 20 однозначно. Так, ну что, мои дорогие, хлеб готов. Масло сейчас поставила растапливаться. И сейчас посмотрим. Творог купил мне Ибрагим. Вот такой вот творог стоит 280 рублей. Но он хотя бы более-менее приличный. А то бывает такой маленький, малюсенький. Стоит 280 кило, ну хотя бы кило 17, а у меня обычно кило 200, кило 150 выходит творог, когда я его делаю летом. Вот. Ну а так, ой,
смазываю. Забыла сначала пройтись ножом. Пора обедать. Я еще себе обед не готовила, да и домашний не готовила. Аромат хлеба такой. Угу. Это превосходно прожарился. Так, боюсь, он у меня разломается. Просто хотела вам снизу его показать. Вот. Вот такой вот хлебушек. Так, друзья, теперь вот так вот я пока полкилограмма творога накрошила. Посолю по вкусу, не знаю, там. Добавлю одно сырое яйцо. Тщательно перемешаю. Так, последние галушки еще не прихватились, а остальное все готово. И рулет уже готов. Алло. Так, ну что, мои дорогие. Расход уходит. Не могу, если честно, не могу этому хлебу поставить цену. Боюсь, и много назвать тоже не хочешь. Мне жалко своих клиентов. Мне бывает неудобно называть сумму. Молоко покупное, мука покупная, все же покупное. Когда еще у меня молоко свое было, я не так переживала. Так, сейчас я боюсь, что творог растает. Кипящее масло добавляем уже в творог. Вот так вот. Да, некоторые пишут, что это жирно, что будет изжога. Это проблема каждого. Это не моя проблема, что у них там будет изжога или что. Едят. Ну вот, вот так вот. Можно еще немножко маслица добавить. Когда будут наливать, если не хотят масла, то уберут. Все. Вот это хлеб сюда макается с луком, с вареной картошечкой. Это просто вкуснота, друзья, бывает. Сейчас принесу формочку. Не формочку, а ведерочко. Не хотят сольют. Так, варю пельмешки. Сын сказал, что едет домой. Ему быстро закинула пельмешки. Так. Вот такие вот рулетики получились. Было бы красиво, если положить салатные листья или зелень для украшения.
Разрезать не буду, потому что он горячий. Рулеты лучше разрезать в холодном виде, друзья. То же самое. Вот тут все хорошо. Ну вот, мои дорогие, заказ мой готов. 2 рулета мясных, галушки кукурузные 2 килограмма, кукурузный хлеб и подлива или соус к кукурузному хлебу из топленого масла с творогом. Заказывайте. Доставка по тарифу такси. Ну вот, как-то так, друзья. Всех благ вам, мира и благоденствия. Мяш дахалша.